Приветствую зрителей телеканала Якутия-24. С вами программа News on Air и я, Мария Кардашевская. Пока в Вилюйской группе районов погода балуется дождями и снегом, в Вены-Бетантайском районе продолжается сенокос. Автор видео рассказывает о том, что руководитель управления сельского хозяйства района лично косит траву, чтобы накормить скот. Также она объясняет, что трава, скошенная возле озера, вкуснее, потому что корни ее все еще зеленые, то есть свежие. Көх болар, алихин сөйхүлер, ордуксиллер. Тем временем очередным полезным лайфхаком для якутян поделились пользователи соцсетей. Для того, чтобы без труда сделать заготовку для любимого многими национального блюда хан, нужен обычный насос. Насос. Ой, помочь говорит. Сейчас сама зубила. А еще я обнаружила в сети шедевральную, на мой взгляд, работу из дерева. Еехсет Хотун в исполнении мастера Виктора Дьячковского. Он посвятил ее году матери, объявленному в республике. В комментариях написано, что если девушки, которые по каким-то причинам не могут забеременеть, то прикасаются к фигуре божества и наполняются силами. Неизвестный автор раскрасил фотографии, которым 100 лет. Жизнь и быт в конце 19-го, начале 20 веков словно ожили благодаря такому приему. Первый в Якутии православный храм был построен в 1643 году, когда Якутский острог был перенесен с правого берега Лены на левый. Сейчас в республике идет крупная реставрационная кампания церковных сооружений. И об одном из таких проектов расскажет Надежда Саханская. Немаловажным фактором в реставрационной кампании выступают церквушки с часовнями, которые расположены в отдаленных населенных пунктах нашей республики. Так, например, в Столбинском наследии Верхоянского района есть часовня, возведенная еще в XIX веке, которой планируется вернуть ее первозданный облик. Эта церковь построена примерно в 1817 году купцом местности Афанасием Новгородовым на его собственные средства. В советское время церковь использовалась как дом культуры, как лагерь ГУЛАГа, как амбар, как складовая. Потом она была заброшена и была в очень плачевном состоянии. Мы в прошлом году на средства местного бюджета и силами населения провели частичный ремонт крыши и окон, и дверей, чтобы хоть как-то остановить процесс разрушения. Конечно, стоит обратить внимание и на столицу нашей республики. Так, к началу 20 века здесь насчитывалось несколько церквей. Более того, несмотря на антирелигиозную кампанию, население Якутской губернии посещало храмы. В 1917 году население города было 9 тысяч человек. В городе насчитывалось 9 православных храмов. И тоже были также домовые церкви. Это в реальном училище, Якутском тюремном замке, ну и других тоже ведомственных зданиях. Сейчас под охраной культурного наследия республики в Якутии находится 24 объекта богослужения. Это церкви, часовни, а также дом священника в Намском районе. Однако не все памятники архитектуры взяты под охрану. Это связано со значимостью объектов.
Разумеется, многие постройки нуждаются в реставрации. Сейчас в Якутии накапливается опыт восстановительных работ. Так, например, благодаря программе, приуроченной к столетию образования республики, в регионе завершена реставрация Кюрдемской, Николаевской и Кочекатской церквей. И, разумеется, это не единственные объекты духовного наследия. Естественно, самым старым из них старинным из них является Троицкая церковь в городе Якутске, но есть еще и такие памятники архитектуры, которые являются настоящим таким шедевром зодчества. Например, Бетайдахская церковь Мегенхан-Галасского Луса, она трехэтажная, на сегодня является одним из самым крупным деревянным объектом религиозного значения, и, что немаловажно, внутри он расписан. Возможно, именно поэтому церкви и храмы в наши дни считаются объектами культурного наследия. Пожалуй, хотя бы за историческую значимость к местам богослужения следует не только уважительно относиться, но и сохранять их в физическом воплощении. Надежда Саханская, Екатерина Амосова, Григорий Николаев, Павел Пахомов, Верхоянский район, Якутск. Первый на Дальнем Востоке кластер «Квартал труда» практически готов. Работы завершены на 87%. Создание этого кластера было инициировано главой республики и поддержано на федеральном уровне. В «Квартале труда» будет создана инфраструктура для производства цифрового контента, анимационных проектов, компьютерной графики, блогов, музыки, кино и других креативных идей. Уже в ближайшее время, 25-26 ноября, у нас в кластере пройдет федеральный форум крупный «Цифровой алмаз» с участием министра цифрового развития Российской Федерации. Оно в первую очередь посвящено вопросам технологического суверенитета, цифровым медиа. Все мы знаем, что долгое время наша страна зависела от иностранных технологических решений, от иностранного программного обеспечения. Понятно, что новая реальность диктует, чтобы все возможные системы были заменены нашими отечественными разработками. И Якутии на самом деле здесь есть что предложить нашей стране. Переходим к новостям культуры. Вышел тизер-трейлер нового якутского фильма, премьера которого ожидается в феврале. Это вторая часть фильма «Бюгүн Былыр». Игры со временем не проходят бесследно. В этот раз Вася должен вернуть в прошлое своего неуклюжего друга Кюнделея. Но не все так просто. Мутук чансыта, мутук чансыта. Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения знаменитого якутского поэта Петра Табурокова. Каждая его строчка легко ложится на мелодию, говорил про него не менее знаменитый мелодист Аркадий Алексеев. Хочу показать вам сюжет, снятый в 1981 году. На нем запечатлены знаменитые авторы песен, которые знает практически каждый. Бастан ол үрие болода дихан авахавын дәті қайдағаны музыкальный тугу қоған үрей бұтыма. Сәди қылдарығар күйедден үссіллаға қатыды үрей бұтым. Онна таптылағым қаннағын ден. Ол қоған мелодиятын қанныра бұлыр істер күнді қанныретін. Оны мұна маннық чуақай мелодиялақтың білбәққабын. Ол қоғаны кеймеға үппітім. Қол көғынан үрбата театрға. Ол үреден тоқ білдер, бұлырғаттан білдер мелодиялақ. Мелбейяқты бүрілер бүйтай мағаны түннерге. Gümden karısını taptar, bir içenim xanlığını. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Увидимся завтра в 11:00 на телеканале Якутия 24. С вами была Мария Кардашевская. До новых встреч!